Кто я? Чего я хочу? Через что я могу проявить это в своей реальности? Отвечая на эти вопросы, на каждом новом уровне игры мы создаем своего аватара. Мы наделяем его новыми качествами и смыслами, которые определяют наше место в мире. Такое неоднозначное послание было на афише выставки художницы Евгении Аюн. Вот эта моя выставка, она про конфликт отношений между традицией, с одной стороны, и новацией, прогрессивностью, с другой стороны. Да, то есть мой посыл заключается в том, что очень важно, сохраняя преемственность, чтя свои традиции, зная свои корни, уважая, принимая их, очень важно их переосмысливать. Тяжелые периоды жизни, кризисы, депрессивные состояния и апатия знакомы многим людям. Евгения Аюн смогла пережить то состояние, заглянув в свое собственное «я», обратившись к своему роду. Через принятие своих корней можно понять о себе немного больше и принять все стороны своей души. И тогда на новом витке вдохновения художница сделала серию снимков. Это про девушку, которая играет, которая носит очень вызывающее, красивое, стилизованное платье. Когда ты играешь, вот мой персонаж в съемке, он играет, она носит то, что хочет, она гуляет, где хочет, говорит, что хочет, реагирует, как хочет. Если играть, если все-таки немножечко забивать на мнение окружающих людей, ну, конечно, не дебоширить там, то есть там должен тоже быть баланс, да, маневрировать уметь, маневрировать, играть и давать свободу всему тому, что происходит в твоей голове, в теле. Это вообще, мне кажется, самый главный посыл этой съемки. Съемка посвящена противопоставлению условно ужасного, серого, уродливого и чистого, красивого. После обсуждения фотографий посетители отправили в юрту у Национального музея, где развернулась выставка «Аюн. Круги жизни». У нее познание искусства очень интересное, и получается, она у нас первооткрыватель такого неординарного вида искусства нашей в республике. Первый такой женский перформансист, очень глубокий человек. И также эта выставка меня очень сильно впечатлила. Здесь вложено очень много смыслов. Без экскурсии сложно понять, что из себя представляют 13 банок внутри национальной юрты. По движению солнца слева направо вы увидите банки от самой черной жидкости до кристально чистой, по порядку, а в центре розовый цвет. Да, вот с одной стороны вы очищаетесь, а с другой стороны вы принимаете свою тьму. Да? Почему здесь черная сторона, а здесь светлая? Цвета обозначают как темные свои проявления, так и приятные светлые черты характера и личности. Значение имеет юрта как микровселенная, в которой все упорядочено, жилище, с которого все началось. Число 13, советские банки, отсылающие к детству. Да, выставка мне очень понравилась, потому что я как молодой представитель тоже тувинской культуры, мне очень интересно видеть, как интерпретируется культура на разных языках и разных формах. Потому что, конечно, культуру нужно ценить, сохранять, но и адаптировать под современные реалии. И я очень рада, что у нас в Туве есть такие молодые ребята. Женя, моя подруга. И то, как она влияет на развитие культуры, наверное, уже в будущем мы увидим результаты. Автор Евгения Аюн заполнила смыслами, своеобразной игрой пространство юрты. Ее выставка — это круги жизни и смерти. Проходя их, вы можете задуматься о себе и найти ответы внутри маленькой вселенной с хаосом и порядком. Или, может, не найдете ответов, а только новые вопросы. В этом смысл современного искусства, в отклике и своем видении на мир. Экскурсии будут проходить до 13 октября. Расписание можете найти на страницах социальных сетей Евгения Аюн. Мария Стручкова, Культыгина Шина, РТН Андар, 108 канал.